Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые братья и сестры. Сегодня у нас в гостях дорогой брат Абдурахман Баснукаев, сын известного ученого алима Хасана Баснукаева, которого недавно с нами не стало, да помилует его Аллах. Абдурахман проводит очень интересные исследования не только для нашего народа, но я думаю, что это на мировом уровне. Очень интересные моменты он показывает. И, иншаллах, сегодня Абдурахман сделает такое вступительное слово будет. И дальше будет несколько лекций, иншаллах, программ с Абдурахманом. Так что следите за нашим каналом. На канале Нохчи Фильмс выйдет несколько цикл серий передач. Абдурахман, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату, марш войла. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракату, Дейл Маршал Фил. Амин. Да воздаст тебе Аллах благом, что ты принял участие, дал свое согласие принять участие в нашем интервью на канале Нохчи Фильмс. И первый вопрос, Абдурахман, расскажи немного о себе, где ты учишься тоже. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين آمين. Я в 2019 году закончил Исламский университет, РИУ, Российский Исламский университет в центре Грозного. И в 2021 году я поступил на магистратуру в Турции, в Стамбуле. Вот. Через год, значит, в 2022 году магистратура, первая часть закончилась. Следующая часть, это уже нужно выбрать тему, писать диссертацию. То есть тебе, Абдурахман, сказали, то есть ты дошел до уровня уже диссертации написать, и вот какую тему ты вообще хотел в первую очередь разобрать? Честно говоря, изначально, даже когда я, перед тем даже как поехать в Турцию, то есть когда был план, что поеду, перед тем, имеется в виду, как началась учеба, я хотел написать диссертацию по направлению фикха. Фикх, потому что у меня основном меня тянет к фикху или к арабскому языку. То есть именно на арабском, если сказать, лугавый. Либо лугавый, либо фикхи. И вот когда мы закончили, вот первый год закончился, и закончили первую часть магистратуры, выбирая тему, смотришь, все уже выбрано. Выбираешь тему, кто-то уже написал на эту тему. Другую выбираешь, нет, уже кто-то написал. И таким образом, вот как нам объяснили, цель вот этих диссертаций, вот этих работ, наука должна идти вперед. Если ты написал, просто ты повторяешь. Вперед должно быть движение. И даже вот современные вопросы, например, вот эти банковские, не банковские, вот, онлайн-оплаты, вот, все написано, все уже разобрано. И в этот момент мне один из преподавателей там сказал, и стоит отметить, нужно отдать должное, да, так-то любой ученый, в нем есть благо, но именно преподаватель, который мне это сказал, он является из потомков семейства дома пророка, алейхиссалату вассалам. Вот, и это очень странные люди, именно в хорошем смысле. Вот типа, ученые и так далее, много их, но вот он предложил эту мысль. И мысль какая была? Он мне сказал, что о чеченцах мало чего известно. Вот о вас говорят много везде, но о вас известно, смотришь, вообще ничего о вас не известно. Единственное, что у вас известно, там, что в 90-х война была у вас, и то, что сегодня есть вот, сильная активность. И вот там бойцы всякие разные, вот, сам спортсмены и все. И, короче, если было бы хорошо, если бы ты написал что-то связанное с историей своей нации. И как я еще до того, как вот, была мысль поехать на магистратуру, я сам интересовался историей, то есть корнями нашего народа. Кто знает, Амин Тисаев. Да. Он еще тогда писал работу, тоже связанную с историей Чечни, и он был на связи с отцом. И он тогда переводил рукопись тоже известного чеченского алима из Науры Серхоевского. Была такая работа «Тарих Шишан», то есть история Чечни, история происхождения чеченцев.
и ее нужно было перевести с арабского на русский. Вот, в основном отец мне рассказывал, то есть, потому что рукопись сложная была, вот я не разбирал текст, Мгм. эм, и поэтому отец мне объяснял, как это нужно, вот, перевод, то есть что каждое слово значит и как нужно перевести. То есть я уже заключительную фразу просто писал и оставлял отцу. И тогда из Норда Алдеба Луэлис, Амин. он на что делал большой акцент? На то, что в основном вот это Тарих Шишан из Нора Алдеба Луэлис, Мгм. там указывается на то, что у нас у чеченцев есть арабские корни. И как бы в поддержку этой мысли он приводит множество арабских слов в чеченском языке. Множество арабских слов. И там, ладно, одно-два слова, но вот, вот выражение зоххикш у чеченцев. Вот это происходит от арабского выражения залпу хикаятин. Вот смысл тоже, смысл такой, то есть у человека не очень все хорошо, так сказать. Мгм. Вот. И, естественно, ладно, если арабские слова мы разобрали в чеченском языке, можем понять, кто знает арабский. А остальные слова, где у них корни, вот откуда эти слова. И, вот просто стало интересно. Наш язык не похож ни на один из современных языков существующих. И поэтому просто искал старые языки, вымершие языки, вот, чтобы найти какую-то зацепку. И я читал, в основном я прослушивал старые языки, прослушивал, находил. И именно хетский язык мне сразу показался похожим на чеченский. Потом я снова и слушал этот текст, Мгм. и я понемногу начал понимать этот текст и события, которые происходят в этом тексте. И можно сказать, через год имеется в виду, я прослушал этот текст, у меня он в голове был, дальше своими делами занимался. И через год я нахожу события, которые связаны с этим текстом. Мгм. Историческая битва при Кадеши. Именно все, как описывается, вот, то есть все, как я понял из этого текста, именно вот описывается в истории. Битва при Кадеши называется. И тогда заинтересовался, уверенности стало еще больше, что возможно, что вот, да, вот какая-то связь есть, как я мог понять этот текст, вот как такое может совпасть. И дальше заинтересовался. Мгм. И, эм, и в то же время я понимал, что нужно быть честным. Я же не историк, по факту, я исламский закончил, я не историк, и я не лингвист. Мгм. И то, что есть люди, которые официально занимаются этим. Так как я не историк, Мгм. и так сказать, в связи с отсутствием опыта вдруг войти и заявить, вот я все нашел, вот язык похожий. Это было очень глупо. Поэтому я сам для себя интересовался этим Мгм. так сказать, постепенно находил много чего. Но не разглашал это. Потом, э, это я уже в Турции на тот момент, как раз первый год у нас закончился. На тот момент я даже тему не выбрал. То есть до того, как мне это сказали. То есть до того, как мне указали на то, чтобы лучше будет написать тему, связанную с историей Чечни. Я встретился на тот момент, это 22-й год, в Турции есть один человек, его зовут Абдурахман. Мгм. Он там является адвокатом, взрослый человек, и он из тех чеченцев, которые еще давно переселились в Турцию. Вот он знает чеченский язык, и там, когда вот в Стамбул приехали Увайс Даев, Мухаммад Шариф, Мурадов, и с ними Мухаммад Ибрагимов, то есть это все преподаватели Исламского университета. В основном есть кто-то, кто работает там больше 10 лет, кто-то, кто потом, после окончания, там, работать начал. И они на тот момент приехали в Стамбул, и с ними я встретился с вот этим Абдурахманом. Ну, не я встретился, я с ними был. Мгм. Основном у них встреча была, я с ними был. Мгм. Правильно нужно выразиться. И воспользовавшись моментом, если раз он адвокат, раз он в Турции давно, он что-то знает, я просто спросил у этого Мгм. Абдурахмана, э,
Насчет хеттов. Хетты, они же как раз таки их раскопки в Турции нашли. Вот я ему сказал, вот хетский язык, он, мне кажется, похожим на чеченский. Вот, и будут ли какие-то вот источники, я бы хотел вот поинтересоваться. И он мне тогда сказал, что здесь, в Турции, еще другой чеченец, Хами Özdil, его имя, он уже написал книгу, связывая чеченский язык с хетским. То есть это придало мне еще больше уверенности, потому что Хами Özdil тоже ученый в Турции. Абдураман, ты сказал, что Хами Özdil является ученым, и, соответственно, ты уже ссылаешься, как я понял, на его работу, да? Поделись, пожалуйста, какой ценной нашел ты его книгу? Когда мне Абдурахман сказал, как я сказал, Мгм. что Хами Özdil, чеченец, тоже, который из ранее переселившихся в Турцию, Мгм. он является ученым, тоже взрослый человек, и он написал книгу об этом, то есть связывая хетский язык с чеченским. И это, конечно, придало больше уверенности, потому что если раньше я сам там что-то ну, неопытный, непрофессиональный, так сказать, это не в своей сфере, а здесь уже есть на кого ссылаться. И его книга на турецком языке, я, алхамдулилlah, смог получить эту книгу. Вот эта книга. Я даже в Чечню принес эту книгу. Мгм. Она на Перевода турецком. нету, да? Только на турецком. Пока нет. Пока нет. Я две книги принес в Мгм. Чечню. Одну я отдал, чтобы перевели, Мгм, хорошо. а вторую у себя оставил. Отлично. Мгм. И, и можно сказать, что вот причина, по которой я добавил хеттов в свою работу, то есть вот тему с хеттами и Мгм. чеченцами, именно вот эта книга. Мгм. Потому что у меня есть на кого ссылаться. Потому что других доказательств того, что чеченцы как-то связаны с хеттами, вообще нет. Но смотри, Абдурахман, сразу давай сделаем вот такую остановку, так как, я думаю, скорее всего, могут найтись люди, да, со стороны ученых, историков и так далее, которые скажут, мы знаем, что общепринято в Чечне у нас, да, что уже мы всегда ссылаемся уже на то, что Урарту, да, и Хуриты, что это чеченцы. То есть вот, наши историки, ученые, лингвисты тоже, они все подтверждают, что да, Хурит и Урарту. Вот нашел ли ты связь какую-нибудь хеттов с Урарту, Хуритами и так далее? Да, во-первых, нужно знать, что хеттское царство, Мгм. хеттское царство разрушилось, если я не ошибаюсь, в 1200 году до нашей эры. И спустя 200 или 300 лет образовывается государство Урарту. Очень важный момент для наших телезрителей хочу пояснить. Когда вы увидите, например, там дату 500 лет до нашей эры или 700, в то время, наоборот, 1200 считалось ранее, то есть было Да. наоборот, не как сейчас. Вы это должны понять, а то вдруг вы начнете тоже говорить тут же наоборот и так далее. Мгм. Э, Вот хуриты, они тоже входили в часть хеттов. То есть вот с восточной стороны Мгм. хетского царства, вот Мгм. там они владели землями хуритов. Так я вот я знаю, что есть те, кто интересуется хуритами, Мгм. вот они свои исследования. Я именно свой труд направил на хеттов. Почему? Не для того, чтобы там, так сказать, кого-то опровергнуть. Да, да, да. Нет, конечно. А чтобы вот они делают свои исследования, я свои, потом, чтобы вот Объединить, да? была база, да, Мгм. чтобы это для общего, а не для того, чтобы там кого-то опровергнуть. Мгм. А так, вот, то, что мне кажется, на данный момент я скажу, вот это мне кажется, значит, это может быть очень слабым аргументом, конечно, но хурриты, я смотрел, это от арабского слова хуррият, хуррият, свобода, то есть свободные люди, люди, желающие свободы. Вот, то есть, раз это слово арабское, хурриты, хуррият, э, возможно, это является причиной большого количества арабских слов в нашем языке. Раз слово само Мгм. хурриты арабское. И вот еще здесь что важно понять, то, что одно дело, когда ислам начал распространяться, и
захватывая, так сказать, распространяя свои границы, и за счет взаимодействия культур и языков, например, не арабы взяли в свой язык арабские слова, это одно. Другое слово, то есть другой момент, когда в чеченском языке есть очень древние арабские слова, которые сегодня сами арабы не используют. Например, слово «бо-бо», арабское слово «бо-бо». Мы детям, усыпляя, говорим «бабу дох», то есть «бабу идет», нужно спать. Вот Да-да-да. «бо-бо» — это и есть Мгм. какое-то страшное чудище, которым запугивает детей, чтобы они уснули. Мгм. Это даже в арабских вот этих находится. То есть сегодня, если спросить у арабов, что такое «бо-бо», они даже не поймут это. Но это очень-очень глубокие корни Мгм. уходит вот это слово. И второе, например, мы говорим «бюх», да? Мгм. «Бюх». Это тоже арабское слово «баих», Мгм. «баихун». Вот. И в нашем чеченском языке «бюх» означает и грязное, то есть грязное, нечистое. И Да-да-да. тоже этим обозначается поведение, ну, некрасивое. Мгм. Или речь. И эти два смысла в арабском языке тоже. Именно либо это грязь ощутимая, либо поведение плохое. Вот. И то, что заук хикая, то, что мы сказали. Мгм. То есть там не просто, просто когда за счет взаимодействия культур перенимаются э, другие слова из другого языка, то это в основном бывают основные слова. То есть я, ты, там, не знаю, солнце, то есть самые очевидные. Ну Мгм. а здесь слова, которые вообще даже сегодня сами арабы не используют. Те, кто уходит в глубокие корни. Мгм. Интересно, То есть интересно. это тоже указывает на то, что там древний, вот это возможно, вот я не знаю, конечно, но вот эта мысль, если я правильно мысль у меня идет, это Мгм. указывает на то, что с арабами вот эта перемешка была очень давно, очень Мгм. давно. Абдурахман, еще один вопрос у меня. Смотри, чтобы было понятно. Вот само Хетское царство, место расположения, где оно было вообще? Ну, там у них границы менялись из-за войн, там захватывали, там у них потом Мгм. теряли, но Мгм. основном, э, если сказать, ну, их территории охватывали Турцию, Мгм. большую часть Сирии и вплоть до сегодняшней Палестины и Иордании. То есть, вот, как мы знаем, ниже уже располагались тогда фараоны, Мгм. копты. Вот у них постоянно, ну не постоянно, частые столкновения бывали на границах у хеттов и у коптов. Ну, еще интересное видео, не отходя от темы далеко, ты прислал мне интересное видео, где то ли BBC, чтобы не соврать, я не помню, ну, точно не чеченцы и точно не арабы делали фильм, да, Да. где показывается, да, фараон приказывает, Даго, или не фараон, либо или кто это, фараон же был? Хеттский царь был. Да, хетский царь, точнее, да. Хетский царь говорит, Даго латан телат, да, они вот так вот, такой, Да, прямо, как будто он разговаривал на чеченском. Представь. да, это даже если вот это, Мы ставим, кстати, мы ставим сюда это видео. да, да, это, что поняли, это не фильм, на самом деле, это не фильм. Мгм. Это научная передача. В Документально основном, как бы, да? да, документальная Ага. передача. И даже сегодня, если вот это название вот этой передачи написать Мгм. в Гугле, то Мгм. есть официально Википедия высвечивает ее, Мгм. и там написаны имена ученых, Мгм. исследователей, которые приняли участие в этом Мгм. э, документальном фильме, так сказать. Э, И вот этих хетты, на самом деле, их царство обнаружили только в 1906 году. Мгм. 1906 год. Вот Раскопки, да? мы, Мгм. да, первые вот раскопки обнаружили в этом году, Мгм. в 1906 году. Э, И, естественно, этому было уделено очень сильное внимание, потому что, ну, например, османы, да, их Мгм. история известна, откуда они пришли, то есть там ничего не скрыто. А здесь какое-то новое царство, и, конечно, тут исследований много было, и вот поэтому, так сказать, когда они закончили свои исследования, вот они уже выпустили фильм. Мгм. А так, вот из чего состоял вот этот документальный фильм, то, что там ученые разные сидят, объясняют, как что происходило, как было, и они вставляют фрагменты.
вот свою, вот, то есть ученый сидит, разговаривает, и потом голос за кадром там тоже Мгм. там дополняет и вставляет фрагменты. И вот эти фрагменты, они, исходя из текстов хетских, Мгм. которые они нашли и прочли, и вот сажают актеров, и как будто бы это такой, как сказать, ну, Постановка, как да, отрыв. да. Да. И в вот этом моменте, когда египтяне нарушили договор и предательски убили одного из людей хеттов, Мгм. там хетский царь объявляет войну Египтам, это египтянам, Египту. И там текст такой, вот то, что зачитывает этот человек, то есть, что видишь, здесь что важно, на что важно обратить внимание. Во всех книгах, что русские, что зарубежные, которые изучали хетский язык, Мгм. они все говорят, что этот язык давно вымер. Сегодня уже нет языка, на который можно ссылаться, чтобы понять этот язык. Язык уже вымер, все. И вот они сами, вот, у них перевод предположительный, приблизительный. Это очень важно, Абдурахман. Извини, что встреваю опять. Для наших Да. зрителей, вот давай пояснение дадим. Смотри, чтобы люди понимали, да, особенно чеченцы. А, Так как, то есть нет ученых, которые сказали, ребята, на самом деле хеты это вот такой определенный народ, то есть это еще не изученный народ, да, до конца, и они говорят, что мы только предполагаем. Ну тогда, Да. соответственно, у нас тоже, вот ты занимаешься этим исследованием, ты тоже говоришь, ну вот Мгм. я вижу, что, да, у нас есть очень много схожих слов, что одни корни, предложения даже, да, корни слов даже, не просто слова взятые, а Да. даже вот где Да. причастные обороты и так далее, все это присутствует. Да. Соответственно, вот это очень важный момент. Значит, смотрите, нету официальной версии, что сказано, что хеты это были, например, там арабы, сирийцы и так далее. То есть есть только предположение. Ученые говорят, что они не могут найти, да, подходящий язык, на самом деле. Вот есть чеченский, на самом деле, который подходит по полной программе. Вот, и вот этот момент, когда вот ты изучаешь язык и изучаешь этот народ, Мгм. потом вставляется фрагмент, на котором уже как бы царь на своем хетском языке отдает приказ, и там сразу перевод идет на понятный язык. Они просто зачитывают этот текст. Этот текст звучит так. «Го да латтан масрин». Мгм. Перевод «Идите, атакуйте Египет». Или Мгм. «Атаковать Египет», вот что-то Мгм. вроде этого было. Да. Атаковать Египет. «О да латтан масрин». Миср это Вот. Египет на арабском. Да, Миср, да. Да. Египет это название, это потом появилось. А так всегда назывался Миср. Миср, да. Мгм. Вот, Алатан Масрин. Я вот, честно сказать, тогда у меня основная учеба другая была. Я вот это у меня, так сказать, дополнительно для себя вот просто смотрел. И копаясь в их текстах, я еще тогда много чего находил. Мгм. Например, там какой-то текст, который они расшифровали, хетский текст, который они расшифровали, и там инструкция пекарем хлеба. И они объясняют, когда нужно доставать хлеб из печи. Мгм. И там такое слово, вот слово они не могут понять, что это слово значит. То есть, когда хлеб станет, вот это слово, его нужно достать из печи, и они перевели это слово, когда хлеб, короче, будет, короче, это слово они перевели так, когда хлеб будет испечен, Мгм. когда хлеб будет готов, достать его из печи. Вот, а слово какое? Когда хлеб станет харси. Мгм. Харси. На Да. чеченском языке рыжий. То есть, когда Мгм. хлеб станет рыжим, достать его из печи. Мгм. Вот. И это находишь. Ну, там еще много было. Ищешь, находишь. Мгм. Еще что интересно было, то, что у них множественное число образуется добавлением буквы Ш, Мгм. Маш, Неш. Мгм. Как у нас в чеченском языке. Наш, Меш или просто Ш образуется множественная форма. Вот это у них тоже в их языке было. Мгм. Уже тогда это уже вот для себя вот это в голове держу, вроде бы похоже, вроде бы как у нас. Убедился, что и Хами Эздил тоже ученый, написал на эту тему книгу. И когда я как раз не могу выбрать, какую тему выбрать для магистратуры, и мне вот предлагают, лучше напиши про свой народ. И так я вот, да, вот, так-то ислам около 1,5 миллиарда мусульман на земле, темы, связанные именно вот с фикхом, вот,
И эти темы другие и так напишут. Но если не чеченец напишет про историю Чечни, другой тоже не придет и не напишет. Поэтому я решил, я хочу написать про нашу историю, а именно под тем, как мы сохранили религию под давлением коммунизма. Потому что когда коммунизм пал, весь народ, то есть 100% населения были мусульманами. 100%, там не часть, не половина, 100% населения вышли из-под коммунизма мусульманами. Вот. И, естественно, чтобы понять, как мы сохранили религию, в первую очередь, это, конечно, от Аллаха все, алхамдулилlah. Вот дальше, уже второе, если смотреть на причины, то что послужило причиной того, что так сохранили религию? Для этого нужно узнать, что было до того, как оказались под коммунизмом. И вот так вот, конечно, было бы достаточно рассказать про последние 300 лет, которые вот точно известно. Но желание это тоже добавить в нашу историю, то есть, так сказать, открытие тоже, вот, чтобы было. И тем более вот то, что было 300 лет назад, нам известно, понятно. А дальше же обрыв идет там. Да. Дальше нет информации. И есть народ, который был 3000 лет назад, конечно, но кроме этого у нас другого и нет. На данный момент, вот, ну, может, есть, но я не знаю, я не нашел. Ну смотри, выдвигалась такая гипотеза такая, что, мол, хетты переняли у урартов, уральское государство, да, у хуритов язык, там, обычаи, традиции, что хетты это... Есть хетты и хетты, да, это еще разница, мы должны понимать разницу, что это кабардинцы или так далее, адыги и так далее. Но опять же, мы с тобой уже, да, раньше говорили про это, но не могли никак, уральское государство никак не могло повлиять на хетто, потому что хетто были раньше, чем уральское государство. Да, да. То есть урарту это точно наши, так сказать, ну, говорят ученые. Да, да, да. То есть я не изучал, ученые говорят, от их слов отталкиваюсь. Да, да, И ученые, чеченцы, да. ученые, ладно, кто-то может подумать, что мы чеченцы говорим, но русские это говорят, азербайджанские ученые это говорят, туркские, Грузинские. да, турки тоже говорят. И даже вот армяне, я вот специально слушал, что армяне говорят, раз они говорят, что они являются потомками Урарту, то нужно же их выслушать. Ага. И там у них там ясности нету. На что они ссылаются, ясности нету. И даже сами армяне, есть те, кто отрицают это. Вот, вот так вот. Вот я еще увидел, что у Урарту нет таких больших вот клинописей, то есть много чего не найдено из клинописей Урарту, то есть там мало чего. Но даже из вот этого малого, вот что сразу в глаза бросалось, слово «дингир». «Дингир» на хетском переводится как «бог», «дингир». И в хетском языке вот это «дингир» часто встречается слово, и сразу в урартском языке, который вот, мало информации, но даже в нем сразу бросается в глаза вот это слово «дингир», которое означает «бог» в хетском языке. И еще что важно, вот это добавление к существительному в конце «меш», «дингир меш». «Меш», который делает из единственного числа множественное число. Это есть и в хетском языке, это есть и в урартрийском языке. «Дингир меш», «дингир маш», на сегодняшний чеченский «дингир маш». Множественное число. Тогда, Абдурахман, может, это уральское, да, несомненно, все признают, особенно наши ученые, что это корни, что все чеченцы были. Я тоже на этом мнении. Смотри, тогда может быть так, что хетское, это остатки царства, хетского царства, может быть, имеется в виду. Там, потому что Симсир было, да, кто такой Симсим называет, Симсир называет, разные имена. Урарту было. То есть вот отдельные государства, которые, да, с одного целого государства хетского остались. Вот, как ты считаешь, может, вот эта теория тоже? Ну да, смотри. Хетское государство когда рухнуло? В 1200 году до нашей эры, если я не ошибаюсь. Из-за чего рухнуло? Из-за того, что климат в мире там поменялся, и уже голод был, особенно в Европе. Там именно этот голод сильно ударил по Европе, и народы с Европы, они двинулись, вот, то есть, какой мыслью? Мы и так от голода либо умрем, либо
выживем. То есть Мгм. либо умрем и так и сяк, либо выживем. И они с Европы двинулись, то есть с Запада двинулись, так сказать, по территории сегодняшней Турции Мгм. на Турцию, дальше вниз. Они даже дошли до Африки, эти Мгм. народы. Их называют народы моря. Народы моря. Мгм. Вот Хеттское царство рухнуло под натиском народов моря. Их было очень много, количество, людей было очень много, и чисто из-за их количества хетты отступили, просто их царство уже рухнуло там же. Мгм. И что мы из этого понимаем? Если народы моря пришли с запада, да, то есть запад закрыт, прямо сверху над Турцией сегодняшней и тогдашним хетским государством Мгм. Черное море. Мгм. То есть на север они не могут идти. Эти народы моря пошли еще вниз, то есть уже сегодняшняя Саудовская Аравия дальше и Египет. И фараоны, они тоже отбили натиск вот этих народов моря. То есть единственный путь, куда могли идти хетты, это в сторону востока. То есть это есть в сторону Мгм. Азии сегодня и, естественно, Кавказа. Самое ближнее– это Кавказ. И именно там и образовалось государство Урарту. Вот это тоже с этой стороны совпадает. Ставь. И, Это интересно, да. и, и еще хуриты, хуриты вот на карте хеттов, то есть хетских владений, хуриты занимают большую территорию. Мгм. И, возможно, именно вот эти вот, после того, как пало Хеттское царство, именно вот эти вот, оставшиеся люди, так сказать, перебрались туда, и там они образовали свое новое царство. Возможно. Мгм. Мгм. То есть, ну, если язык один у них, если они понимают, если жили под одним государством, то все вместе, естественно, держась друг за друга, они могли куда-то дальше переместиться. А так, насчет адыгов, то, что ты сказал, я нашел интересные вот я ссылки оставил в своей диссертации, то, что хетты– это не хатты. То есть на территории хеттов основном преобладающие были хетты и хатты. Мгм. Хатты, хатский язык, это вот они официально говорят, что это есть сегодня абхазо-адыгский язык, хатский. А хетский неизвестен. Хетский язык неизвестен. Вот мы, чеченцы, можем понимать хетский язык, поэтому вот это тоже вот стыковывается. Я смотрел конечно, чтобы изучить язык, нужно большое время, но я, так сказать, по основным фразам прошелся адыгским, и действительно есть много сходств ну, во фразах с чеченским и адыгским языком. Есть много чего интересного. Мгм. Совпадает. Абдурахман, ты занимаешься в направлении нашей религии, ислама, да, окончил Рио, также и в Турции обучаешься в Исламском университете, у тебя скоро вот диссертация, защита, как ты сказал. Вот смотри, какая связь вот именно сохранения религии в сохранении религии и среди языка хетского, например? Вот сейчас очень такой момент тонкий будет, так сказать. Мгм. То, на что кто-то может скептически отнестись, кто-то может не понять, но это то, что мы услышали от наших ну, предков, старших. Мгм. Что то, что когда до нашего народа дошел призыв ислама, мы приняли ислам без опровержения его. Мгм. Мы приняли ислам из-за чего? Из-за того, что есть множество сходств Мгм. в нравственности. То есть мы и так, вот, как говорят старшие наши предки, предки имеем в виду там от дедушек, то, что мы Да, услышали, да, 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 да. старших, то, что они слышали от старших своих. То, что наш народ очень был такой нравственный, риллах, нравственные ценности были, и много, вот именно с этой стороны много соответствий было с исламом, поэтому приняли ислам. Вот, и чтобы, вот, если я напрямую сейчас, так сказать, зайду, хетты– это мы, они тоже были такими нравственными людьми, мы тоже нравственные, и вот все, это наши. Это будет, так сказать, слабый аргумент. Мгм. Тем более, что пока официально нигде не объявлено, что хетты– это предки чеченцев. Мгм. И поэтому я вот для себя вот дополнительно делаю, так сказать, свой вклад в это исследование. Мгм.
Если бы кто-то раньше меня вот сделал исследование, и на этот вопрос был бы официально закрыт, я бы просто сказал, хетты, чеченцы, нравственность, все. Поэтому пришлось э, прибегнуть к языку. А так, чтобы найти связь какого-либо народа с прошлыми народами, там три критерия. Первое– это язык. Мгм. Второе– это географическое местоположение. И третье– это, естественно, археологические находки. Находки есть географические, их перемещение, это тоже совпадает. И третий– язык. Мгм. Уже отталкиваясь от них, мы переходим к моменту нравственные ценности, моральные ценности хеттов, то есть что это было за общество. И поняв, каким вот характером обладали хетты, Мгм. мы можем уже сопоставить это с тем, что мы услышали от наших старших, что наш народ был нравственным и много чего совпадало с исламом, поэтому мы приняли ислам. И действительно, уже вот, то есть язык это, так сказать, мостик для того, чтобы по нему связать Мгм. нравственность. И второй момент, кто-то может сказать, что то, что от чеченцев старших слышали, там, это не аргумент, кто-то может сказать, там, слух из басни Мгм. старших, там, сказки, кто-то может так отнестись к этому. Вот этот момент решает некоторые знания из науки улум хадис, хадисоведение. Вот что здесь важно, есть такое понятие мутаватир, Мгм. именно в установлении достоверности хадиса, мутаватир. Мгм. Есть хадисы ахад, есть мутаватир. Ахад хадисы– это хадисы, которые переданы малым количеством людей. Мгм. Там идет от одного, от двух, или выше двух, но не доходит до степени мутаватира. А мутаватир там у ученых хадисоведов тоже свои разногласия по тому, как устанавливается мутаватир. Мгм. Кто-то, вот если я сейчас не ошибаюсь, 10, кто-то сказал 40, кто-то 313, кто-то сказал на общее усмотрение это все. Вот. Но что нам сейчас важно, то, что вот наши дедушки, да, вот если их взять, в то время не было технологий, которые есть сейчас. И такой мобильной связи, вот чтобы вместе всем народом сговориться, и сказать, и заявить такое. Потому что это не только один-два человека слышали. Это слышали от всех, вот любой, кто слушал своих старших, там большое преобладающее количество, тех, кто слышали это от своих дедушек, Мгм. они об этом говорят. То, что они слышали от своих старших, что мы приняли ислам. Именно из-за того, что много чего совпадало. И вопрос, почему вот именно в вопросе установки мутаватирность хадиса, так сказать, мутаватир. Мгм. Э, Там важный момент, что это такое количество людей, большое количество людей передало вот этот, например, хадис, да, что уже назвать это ложью невозможно. Да. И если так подумать, разные люди, незнакомые люди от своих отцов это одинаково говорят, то как это может быть ложью? И даже вот если мы предположим, то ладно, если кто-то, конечно, вот сейчас вот этот аргумент уже сильный был, то, что мутаватир, по принципу мутаватира, мы можем это принять. Есть некоторые вещи, которые сегодня дополнительно мы слышим, вот это мы уже, конечно, не признаем, потому что кто-то откуда-то просто с воздуха, так сказать, как будто берет информацию, и вот один человек говорит два, и тем более есть некоторые вещи, которые со временем появляются. Вот это, конечно, это уже слабый. Мгм. Но то, что слышали от всех от старших, это уже сильнее. И то есть здесь уже опровергнуть невозможно это, но даже, предположим, вот, допустим, все собрались, допустим, и решили распространим вот эту неправильную информацию, даже если, вот, предположим, да, к чему это призывает? К нравственности. То есть мы приняли ислам из-за нравственности, из-за множества схожестей с нравственными наставлениями. И то есть сама идея даже, мы видим, что она не призывает к высокомерию. То есть мы, чеченцы, были такими-то, мы самые такие. Нет такого. Нравственность, то есть уважение. Уважение к другим людям. Вот, поэтому, если вот, вот я вот
очень много вот этот момент. Я вот сидел, пересматривал, если с этой стороны, если предположить, что это правда, если предположить ложь, так как нет стопроцентных вот доказательств, чтобы сказать, что наши отцы вот это правду говорили. У нас нет, так, вот, так сказать, ссылки на это, но я 99% уверен, что это именно так и было. Потому что это невозможно, чтобы такое количество Да, могло да, одинаково придумать ложь. да. Согласен, согласен. Мутаватир это, конечно, сильный довод. Действительно, из разных уголков разные люди, которые никогда в жизни друг с другом не встречались, подтверждают одну и Да, ту же информацию. Это, да, конечно, да. да. Ты лучше выразил то, что я хотел. Двух слова выразил то, что я вот не мог передать, да. Вот. А так, я, конечно, вот есть, бывает информация, вот, так сказать, лицевая, да, перед тобой эта информация. Есть то, что находится под этой информацией. То есть то, от чего отталкивается вот это. Мгм. Я здесь оставил общие благодарности, э, общие, так сказать, вступления, да, вот просто информацию. На самом деле, что находится под вот этим вот благодарностями и тем, что во вступлении, то, что, Ты имеешь в виду ну, диссертацию, да, которую ты написал? да, Она же на да, арабском у да, тебя? да, на арабском. Мгм. Я половину перевел уже на русский Мгм. язык Отлично. тоже. И вот сегодня, вот, например, вот когда мы начинаем говорить, например, наши чеченцы, вот мы интересуемся своей историей. Да. Вот если бы наша история была, вот как, вот, например, не знаю, у турков, например, они знают свою историю, да, вот есть она, доступна им. У кого-то другого, например, других народов тоже, они знают свое прошлое и свою историю. Мгм. А мы не знаем, и мы вот пытаемся вот это вот за что-то зацепиться, вот за какую-то, не знаю, осколки так взять, собрать и слепить что-то. Э, И многие называют нас националистами. Националистами. И я сразу же вот этот момент решаю вот этим, вот в том, что я сказал, в благодарности, потом и во вступлении. Вот первое, вот с чего я начинаю вот эту диссертацию, Мгм. я привожу там 4 аята. Один из этих аятов из суры Аль-Худжурат, то есть я сразу готов на русском языке зачту. Мгм. О люди, обращение ко всем людям. Воистину, мы создали вас из мужчины и женщины, сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. Воистину, самый почитаемый перед Аллахом среди вас наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах знающий, ведающий. Как мы сказали, лицевая сторона– это просто информация, что находится под ним, то, что вот, это обращение ко всем людям. Да? И Аллах разговорит, что наиболее почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный. Мгм. То есть это касается всех людей. И пророк, алейхиссалям, Саллаллаху алейхи вассалям. в своем хадисе указал, что богобоязненность вот здесь вот, в сердце. А то, что в сердце знает только Аллах. Вот так вот. Поэтому мы лучшие, мы там самые такие вот. Этот аят уже, так сказать, ставит большую преграду и не дает мысли даже войти в вот это, идти по вот этому направлению. Я лучше, ты лучше. Юсуф, из конца суры Юсуф, Мгм. неужели они не ходили по земле и не видели, каков был конец тех, кто был до них? Ведь последняя обитель лучше для богобоязненных. Неужели вы не разумеете? Вот. А что было, то есть какие последствия были у тех, кто был до нас? Возьмем Иблиса, самый яркий пример. Получив 80 тысяч лет, поклонившись Аллаху, поклонялся Аллаху, и здесь проявил высокомерие, я лучше него, и оказался проклят. То есть это тоже, так сказать, вторая преграда, очень сильная тоже. То есть мы лучшие, мы эти, нет, Мгм. конечно. Если мы мусульмане, мы должны этого придерживаться. Третий, третий момент, если же кто-либо отвернется от веры после того, как уверовал, кроме того, кого принудили, а сердце его оставалось в твердом вере, тот приобретет гнев Аллаха, им уготовлены великие мучения. Это тоже под коммунизмом нам не давали выдавать свою религию. Нельзя было показывать, что ты веришь в Аллаха. Ну или даже христианство тоже было запрещено. В общем, вот все, что касается веры, оно было запрещено.
И поэтому этим тоже я защищаю тех, кто тогда, то есть защищаю, от, отсылаясь от Корана, тех, кто тогда, возможно, кто-то там что-то там, не знаю, выгодно коммунистам сказал. Мгм. Потому что именно вот этот аят из суры Нахль, это 16 сура Корана, ниспослан после случая с Аммаром ибн Ясиром, ради Аллаху анху, когда его принудили сказать то, что выводит из религии, и Аллах указывает, кроме того, кого принудили, а его сердце оставалось твердым в вере. Да, да, и вот это почему важно тоже. Ну, это начало, в Мгм. начале вот, диссертации, вот эти просто 4 аята вставил, потому что из вот этого аята ученые какое решение вынесли. Даже в месяц Рамадан, если тебя принуждают кушать, чтобы твой пост нарушился, если ты это под принуждением делаешь, то твой пост не нарушается. Это как раз в Советский Союз делали. Вот поэтому, да, и последний, 4 аят, это уже хвала Аллаху, который наставил нас, но это уже общая хвала. То есть первые 2 аята, в них содержится самое основное, две преграды идеи национализма. Мгм. Мгм. Вот. И вот раз мы затронули то, что, вот, например, мы чеченцы, а остальные мусульмане, то, что они перед Аллахом выше нас, мы с этим ничего против не имеем. И дай Аллах, чтобы они были. И дай Аллах, чтобы мы тоже были из числа тех, кого Он благословил. Правильно. Но считать себя выше кого-то мы не хотим. Просто мы придерживаемся того, что считаем правильным. И если мы что-то правильное делаем, как вот в этом аяте, пусть другие тоже делают. Если мы говорим, у нас нравственность, пусть другие тоже соблюдают нравственность, и все. То есть ничего сложного. Это физиология одна, это доступно всем. Правильно. Вот к твоему слову тоже, Абдурахман, мы с тобой тоже раньше обсуждали этот момент. Ты тоже правильно подметил. Любой человек, который принадлежит определенному народу, свой народ любит и уважает. Да, Хочет знать историю своего народа, героев своего народа, потому что это естество, человеческое естество. Так Аллах заложил к нам, заложил в нас, но это не означает, что если я говорю, например, какой великий воин был шейх Мансур, там подтекст не такой идет. Он был чеченец, значит, он лучше всех. Я просто говорю, да, что да, я просто, тем более, это не только чеченец, это первый имам Кавказа, и вообще это в умме герой, это да, мусульманский герой. То есть да. вы тоже изучаете своих героев, изучаете, дайте нам тоже изучать, и все. Тут нету национализма, я хочу сказать. Те, кто знает свою историю, но они знают свою историю, у них нет мотивации, так сказать. Мгм. Там, кто интересуется своей историей, изучает, кто нет, ну, нет. Там, где нас, так сказать, лишили нашей истории, если есть какая-то зацепка, мы Да, что, должны ее оставить, что ли? конечно, нет. Насчет национализма я бы хотел указать на 2 момента. Э, Я думаю, некоторые нас не понимают в определенном моменте. Когда мы говорим чеченцы, у нас так, мы чеченцы. На самом деле, вот как ты сказал, когда мы говорим «мы чеченцы», мы не говорим о себе как чисто о нации. Вот мы чеченцы, поэтому мы такие. Нет, конечно. Мы всего лишь 1,5 миллиона человек. Да, есть народы, которые больше нас. Там вообще китайцы, индусы, они вообще там по 1,5 миллиарда. Половина мира, Вот. да? Да, полмира, да, занимает. И получается, перед ними мы должны чувствовать себя вообще никем, получается, да. Так-то мы ни над кем не высокомерие не проявляем. Но что мы имеем в виду? Когда мы говорим, у нас, у чеченцев, мы чеченцы, мы имеем в виду наш образ жизни, наши понятия, наши правила, по которым мы живем. И даже если кто-то, вот, стопроцентный чеченец с корнями приходит и не соответствует нашим уставам, мы называем его позором чеченского народа. Вот. Это во-первых. А во-вторых, вот мы сейчас про наших сказали. Теперь про нечеченцев. Например, грузины, да, они не мусульмане. Вот, но из-за того, что у них тоже высокая нравственность, высокая мораль, мы их тоже уважаем. Уважаем за то, что они порядочные и уважающие других люди.
Вот кто-то, вот я был в Грузии, у них многое похоже на нас, у них понятия похожи на нас. Вот они не мусульмане, но так в основном у них понятия как у нас. И их мы уважаем. И, например, те, кто у нас в Европе или за пределами Чечни в России где-то работают или живут, Мгм. и, естественно, кто-то принимает ислам, да, например, русский принял ислам или какой-то европеец принял ислам. И мы, чеченцы, которые, альхамдулилла, являемся коренными мусульманами, мы порицаем своих же. Там русский, когда принимает ислам, он намного лучше соблюдает, чем мы. Там европеец принял ислам, он намного лучше и серьезнее относится. А мы, так сказать, немного халтурим, так сказать. Вот. И если бы был национализм, этого всего не было бы. И последнее, вот, конечно, я не смотрел, но тоже распространен был сериал вот этот «Эртугрул». Мгм. Турецкий, Вот и да. чеченцы смотрят и видят тоже и воинственный, и такой мусульманин, и благородный. Мы за это турков полюбили. О, смотри, какая у них история. И мы нигде не лезли же. А нет, у нас тоже наши воины, мы наш лучший. То есть у нас нет вот этой идеи «мы единственные». Нет. У нас есть вот то, что вначале я сказал, когда мы говорим «мы чеченцы», мы имеем в виду понятие, по которому мы живем. И когда находим кого-либо, как минимум, с такими же понятиями, мы этого человека уважаем и хотим с ними вот в дальнейшем иметь отношения или, не знаю, побыть у них. Вот если бы был национализм, этого бы вообще даже близко не было. Вот этого у народа такого мышления бы не было вообще. Мы, чеченцы, считаем себя лучшим народом в этом мире, мы лучше других и так далее. Но ни одного чеченца я не встречал, который так говорит. Да, Понимаешь? да, да. Вот тоже грузинов тоже упомянули. Но другие народы Кавказа, например, черкесы, например, Заркаши, ученый, Мгм. Кес, Каусари. Чего стоит Каусари? Это тоже радиаллаху анхум аджмаин амин. Например, Каусари, просто вот черкес, да, про него хочу сказать просто вкратце. Этот человек, когда ему предложили работу в Азгаре, университете египетском Азгаре, он сказал, что этот университет очень серьезный, Мгм. серьезный, что для меня это даже слишком, что я преподаю в Азгаре. И если от меня есть польза, я, конечно, буду здесь преподавать и работать, но зарплату брать я боюсь перед Аллахом, потому что я недостоин, так сказать, полноценно от Каусари Черкес. И вот такой человек, когда он скончался, вот рассказывают, что у него даже не было денег на то, чтобы купить кафан, полотно, вот это, которое Да, да, оборачивают. да. Саванка. Вот. Да, саван, да. Говорим чеченцы, мы имеем в виду понятия и принципы, по которым живем. Вот нам это нравится. Когда в другом народе это есть, нам это и в другом народе тоже нравится. Мгм. Вот. Да. И вот, думаю, об этом нас и не понимают, потому что мы говорим, ты же чеченец, тебе не свойственно так себя вести. Когда мы говорим, Сразу что думаю, что это национализм, да? да, то есть мы же не говорим, ты чеченец, тебе все можно. Мы не говорим. Продолжая то, что мы сказали, я вот во вступлении, вот есть то, что на первоначальных страницах это благодарность и признательность. Я бы мог, в общем, да, сказать, там, благодарю всех, кто, ну, в первую очередь, хвала Аллаху, альхамдулилlah, благодарю всех, кто меня поддержал, там, помогал, там, преподавателям, ну, просто банально пройтись. Но нужно отдать должное. Когда рухнул Советский Союз, основное количество тогдашнего вот нашей молодежи и студентов, они уехали получать знания в Египте, в Азгаре, и в Сирии, в Джаме Абу-Нур. Мгм. И потом, когда они вернулись, именно вот эти люди и принесли знания в Чечню. Ну, именно вот самое основное. Мгм. То, что дальше распространялось, то, что дальше вот знания распространялись именно от этих студентов. И поэтому я здесь, то есть я, который учусь в Турции, пишу историю, то есть тему насчет чеченской истории, благодарю Азгар и Абу-Нур. И остальных, ну, дальше уже там другие страны тоже учились, и их тоже я благодарю из-за того, что они послужили причиной того, что знания не потерялись у нас среди чеченцев,
наоборот, получили сильные знания, сильную базу и дальше распространили их. И это все по причине арабов, которые нам передали эти знания. И здесь тоже вот я лечу вот этот вопрос национализма. Вот если мы сами такие, то почему они это знают, а мы это не знаем? Вот все, вопрос закрыт. Почему нам нужно у них? Потому что, ну, они знают, а мы не знаем. И от того, что мы просто правильно хотя бы поняли то, что они нам передают, это для нас большое благо. Вот. И в дальнейшем выступлении, да, а дальше мы вот расскажем, я рассказываю то, что посланники и пророки, алейхимуссаляту вассалям, вот они были лучшими из людей. Вот это 100%. Конечно. И Аллах всегда отправлял посланников людям, алейхимуссаляту вассалям. И вот так вот. Потом, то есть я этим тоже указываю, лучшие из людей, как они себя вели. Они были уважительными к другими. Ни один пророк, алейхиссалату вассалам, не проявлял высокомерие над другими. То есть, если кто хочет быть лучшим, да, мой лучший, нужно уважать других. Вот. И, естественно, в дальнейшем я вот для того, чтобы тема связана с историей Чечни, чтобы связать вот эту идею, я что делал? Перечислил отцов пророка, алейхиссалату вассалам, до 21-го отца. Как мы знаем, до 21-го отца отцы пророка, алейхиссалату вассалам, эта информация точная. Почему мне это важно было? Потому что вот эти маулид, который мы читаем, да, вот этот маулид только среди чеченцев сохранился. Но именно вот эта версия, того, что читают маулиди. Других нету этого. Вот у арабов, других источников нету этого маулида, именно вот этих стихов. И вот этот маулид, который состоит из 8 частей, именно вторая часть от того, что мы читаем в маулиде, там именно вот эти 21 отцов пророка, алейхиссалату вассалам, перечисляются. И поэтому, то есть я этим показываю, помимо пророков, кто еще являются самыми лучшими. И почему они лучшие? Вот я перечислил их, да, потом там второй стих идет, в котором уже общая характеристика, то есть общее описание этих 21 отцов. И там указывается на то, что снова уважение к другим. Они были благородными, они и физически были сильными, и они уважали других. Вот. И завершив этот этап, следующий я уже перехожу на пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И о нем рассказать, речь о нем, алейхиссалату вассалям, не заканчивается. И туда я ставил слова из чеченского назма «Мел дити дукаду ханюрия джаугараш». Вот и перевел. О нем рассказывать это бесконечно может идти. И почему это так, я тоже объяснил, почему люди узнают о пророке, алейхиссалату вассалям. Но вот это никогда не заканчивается, этому нет предела. И потом я указываю, вот к чему я это все веду, к тому, что вот самый лучший из творений Аллаха, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, когда Аллах его вознес на небо, ночь Исра и Ми'радж, и Аллах вот ему сказал, что пожелаешь, вот что ты желаешь, Мухаммад, алейхиссалату вассалам, проси, я тебе дам. Вот что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: я хочу, чтобы ты спас мою умму от ада. То есть он не себе что-то попросил, мою умму спаси от ада. Что это значит? То, что в этой жизни, да, разные испытания, там, разные проблемы у людей будут, но эта жизнь заканчивается. А вот то, что после этой жизни, там, либо рай, либо ад. И вот именно ад, вот это наказание намного сильнее, чем в этой жизни. И это бесконечное наказание. Вот спаси мою умму от этого ада. Вот и себе, то есть, ничего не попросил. То есть, это большой пример для нас, то, что лучший перед Аллахом – это тот, кто полезен другим. Вот. И если говорить, там, вопрос национализма, тот, кто говорит я, мы, он никогда не будет перед Аллахом в высокой степени. Вот. Именно вот
Вот так вот я начал свое вступление. Потому что потом я же буду рассказывать, там, хетты такие, мы чеченцы такие, мы такие, так сказать, мы такие хорошие, мы такие молодцы, да. То есть ты Вот, заранее дал понять им, что никакого национализма нету, Да. да, и когда я буду говорить, что хетты это чеченцы и так далее, это уже моя исследовательская работа, и я констатирую те факты, которые я нашел, да, подтверждая какими-то источниками, но это ни в коем случае не вознесение моего народа, как бы, над Да, другими. да. И тем более, вот возвращаясь к тому еще раз вот для подтверждения, тот аят, то, что Аллах ко всем обращается, в высшей степени имеет перед Аллахом наиболее богобоязненный. Кто хочет говорить, что он лучший, то он должен быть более богобоязненным. Но становясь богобоязненным, потом он скажет, я лучший, там его ждет участь Иблиса. Вот, поэтому эта мысль там вот перекрыта всеми путями. Все двери закрыты. Да, единственный, кто, вот, зная все это, идет кричать, что мы лучшие, это, не знаю, какой-то самоубийца получается. Сам себе вот пропасть. Да. Итак, давай, Абдурахман, подытожим, как говорится, что мы с тобой сегодня обсудили. Обсудили то, что ты пишешь диссертацию, да? Вот как называется, кстати, турецкий университет, в котором ты учишься? Академия имама Малика. Академия имама Малика. А когда у тебя пройдет защита? В следующем году. В следующем году. Да себе Аллах таухик, да, ведет он тебя к Аминь. успеху. Аминь. Смотри, мы с тобой обсудили вот, да, начало, предисловие это было, уважаемые братья и сестры. Иншаллах, дальше у нас будет цикл передач с Абдуррахманом. Очень интересные моменты, много еще мы не обсудили с ним, он еще не рассказал, это была вступительная часть. Мы, конечно же, отдали немного времени так и теме национализма, потому что в последнее время эта тема снова и снова поднимается с этой стороны, той стороны, изнутри, там много чего друг другу говорят и так далее, ненужного, конечно же. Поэтому, чтобы опять же было объяснение с нашей стороны, вот этого понимания, то есть недопонимания некоторых людей. Завершая уже, Абдуррахман, мы с тобой обсудили твое исследование, только начали, точнее, обсуждать. Иншаллах, следующий цикл передач у нас с тобой совместно выйдет. Я надеюсь, что у нас будет много обратной связи, и люди, которые будут заинтересованы, потому что это наша общая история, это не только твоя история, это история каждого чеченца, который интересуется, да, когда он находит, опять же, смысловые, языковые значения на другом языке, то есть имеется в виду другого государства, как бы царство, которое было, если это совпадает, это, конечно, очень интересно, и исследования должны продолжаться, и я желаю тебе успехов, Абдуррахман. Я дам тебе последнее слово, завершая наш эфир, что бы ты хотел, Абдуррахман, также обратиться сказать насчет своей работы. Конечно, каждый отталкивается от того, что он видит, да. Вот я вот сейчас вот сказать, что вот я вот прав, там, вот я 100% прав, я даже, я же не знаю, но я даже не знаю, сколько раз я делал истихару вот этой своей диссертации, потому что когда ты пишешь работу, у тебя руководитель, и вот, берешь информацию из достоверных источников. А здесь ты сам делаешь что-то, так сказать, какое-то открытие, но это уже не открытие, потому что вот здесь уже сделал человек открытие. Да. Просто ссылаешься, также свой анализ делаешь. Да. Да. И вот просто вот это столько трудиться, а потом оказаться неправым, тоже же не хочется. Но я много раз истихару делал, и вот честно говорю, каждый раз, когда я вот что-то не мог найти, и вот что-то упирался, и уже начинал сомневаться в правильности своей вот этой работы, я делал истихару, и вот или в ту же ночь я находил вот, как-то выходил, или же на следующий день я находил нужную мне информацию. Так что не останавливайся. Да, вот, конечно, не знаю, истихара, кто не знает, это вот, когда перед тобой неясный выбор, попросить у Аллаха решения, выбрать за тебя сделать выбор.
И вроде бы вот, и находил, потом я показывал это, и руководитель одобряет, и историки, которые это видят, тоже одобряют. Там в крайнем случае не могут сказать, что это неправда. Мгм. В крайнем случае вот, могут сказать, с выводами пока нельзя торопиться, но вроде бы Что-то все есть, да. сходит. Да, вот что-то есть, да, вот что-то. Ага. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим. Но если вдруг окажется, что изначально вот это все было неправильно, ну, алхамдулилlah, это тоже войдет в пользу истории, то, что пытались связать, это все рухнуло и неверно, короче. Но, ну, Абдурахман, мое мнение, что это действительно очень интересная работа, там очень много моментов, не только просто в совпадении слов. Да, скажут некоторые, что да и в другом языке у нас есть много совпадений и так далее, но тут только не только совпадение, но и правила, единственное число, множественное число. Вот это все, иншаллах, мы с вами покажем, так что следите, Абдурахман. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Да воздаст тебе Аллах благом. Иншаллах, запишем с тобой дальше несколько циклов передач. Аллах, да, Аллах. И тебе, и всем мусульманам да воздаст Аллах. Амин. Да. Амин.